Техника здесь стоит не потому, что стройка приостановилась, а в целях безопасности. Накануне шел сильный дождь. Грунт еще влажный. Работая с ним, строители не смогли бы довести ее до той плотности, что нужна по проекту. А сейсмоустойчивость здания зависит не только от качества и количества строительного материала, но и напрямую от песчано-гравийной подушки. Строительство школы на 540 мест в Энерки начали всего месяц назад. Сейчас этап подготовки основания. У нас тут грунтовая подушка 8 с лишним метров. Потом мы котлован выкопали, сейчас закатываем. Большая часть уже закатана, осталось где-то 1,5 где-то закатать. Ну, после этого мы начнем, естественно, уже фундаментные работы. Там бетонная подготовка будет действовать, потом фундаментная плита 60 сантиметров. Стройматериалы закуплены, бригады рабочих распределены. Срок сдачи в декабре следующего года. Чтобы подрядчик не отставал от графика и делал все согласно проекту, следят в стройнадзоре. Сроки строительства, и каждому контракту есть продолжение контракту, календарный график. И тут у нас на этот год на 128 миллионов нам надо освоить из 471 миллиона денег. И 128 это у нас работы котлована 11 метров, потом 8 метров у нас идет подушка глиняная, потом уже плита 70 сантиметров, и каркас монолитный, потом кровля, и вот это объем, вот этот монолитный каркас, на эти деньги уже заложены в этом году, вот эти работы нам надо выполнить уже в этом году. Здание будет трехэтажным. Школу технически оборудуют всем необходимым для полноценного обучения воспитанников. Учебные кабинеты, библиотека, спортзал, пищеблок и просторная столовая с витражами. А в свободное время ребята смогут наслаждаться благоустроенной территорией школы в 3,5 гектара. По благоустройству у нас будет большое футбольное, полноценное футбольное поле будет. Круговую там будут беговые дорожки, будут там даже зрительные скамейки даже кое-где там предусмотрены. Ну, естественно, будет баскетбольная площадка, волейбольная площадка, площадки для подвижных игр, для тихого отдыха, для игровые площадки будут. Ну, естественно, озеленение, там будет деревья, трава. Новая школа для жителей Энерки станет еще одним подарком в рамках реализации национального проекта образования. Всего в селении функционируют 2 школы. 12-я рассчитана на 320 мест, а 2-я на 120. Они сегодня в тесноте в 2 сменах обучают более 1000 школьников. 12-я школа функционирует с 1973 года. К большому счастью, у нас сейчас планируется открытие школы 1, 2. Это довольно-таки разгрузит наше учебное заведение. Учащиеся, которые относятся к тому участку, принадлежность которых к той школе будет, уйдут в ту школу, и у нас будет возможность вести занятия в 1 смену, как во многих школах республики. И появится возможность заниматься с детьми в полном объеме, заниматься внеурочной деятельностью. Воспитательная работа, мне кажется, улучшится, будет больше возможностей проводить все внеучебные занятия. Всего по нацпроекту в Энерки строятся 2 школы. 2-я рассчитана на 720 мест и будет готова уже к концу этого года. В совокупности 2 школы обеспечат 1260 ученических мест. Рады новым объектам не только учителя и родители, а в первую очередь дети, которые частенько приезжают на стройплощадку, дабы полюбоваться масштабами объекта. Строительство социальных объектов по национальным проектам лично контролируется главой субъекта. Махмуд Али Калиматов часто посещает стройплощадки, чтобы быть в курсе проблем и вовремя найти их решение. В Энерки сегодня проживает 7500 человек. Открытие новых объектов обеспечит местных рабочими местами. А по нацпроекту «Демография» здесь построен детский сад на 220 мест, что подарило мамам больше свободного времени. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Адам Далаков, Новости 24.